Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого», в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», в работе центров здоровья произошли изменения, направленные на повышение эффективности оказания профилактической помощи. И вот сегодня мы поговорим подробно о нововведениях. Наши гости в студии — Сырглана Титова, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Саха. Сырглана Вячеславовна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем же центры здоровья отличаются от обычных нам знакомых поликлиник? Ну, у нас поликлиники, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, да, они оказывают помощь по диспансеризации, кто знает, мы все уже знаем, профилактические медицинские осмотры, где выявляют факторы риска, да, и потом может, если человека выявить заболевание, они направляют участковым терапевтам, врачам, специалистам. Но есть такая категория граждан, которые имеют факторы риска, которые еще не заболели. Факторы риска, такие как курение, повышенное потребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание, ожирение первой и второй степени. Вот им нужна была помощь. До сих пор еще в нашей стране не было такой помощи. А на сегодняшний день по всей России наши центры здоровья новый формат работы приобретают, да, и как раз-таки будут оказывать профессиональную помощь по коррекции вот этих факторов риска. Угу. Какие же обследования тогда можно в центре здоровья пройти? В центре здоровья будут проводиться дополнительные анкетирования, чтобы выявить какой степени, да, для конкретной диагностики. Обследования такие как рост, вес, индекс массы тела, оборудование есть смокилайзер и спирометрия компьютеризированная для курящих, да, до какой степени легкие страдают. А также у нас очень хороший аппарат биоимпедансметрия, который очень много дает, определяет скелетную мышцу, состав тела, мышечную массу, сколько жидкости содержится, за счет чего идет ожирение, да, тип ожирения, суточный колораж. И самое интересное, мне кажется, индикатор, который мы будем оценивать, это определение биологического возраста человека. Биологический возраст человека будет по всем параметрам определяться специальной формулой, да, врач определяет, и он, к сожалению, не всегда совпадает с паспортными данными, возрастом, который указан в паспорте. И если человек будет, после того, как провели обследование, врач центра здоровья будет очень тщательно и очень каждому индивидуальный подход, углубленное профилактическое консультирование, чтобы не было этих факторов риска. А далее будет диспансерное наблюдение. Мы их не оставляем. Мы будем постоянно следить, в течение года вызывать себе несколько раз, чтобы закрепить. И этот человек действительно положительная динамика по здоровью, да, и отказался от своих вредных привычек. Вот учитывая, что так много процедур всяких надо пройти, сколько в среднем занимают обследования? Обследование занимает минут 10-15, и самое важное – это доктор будет углубленное профилактическое консультирование, это разговор врача и пациента, это минут 30-40. То есть, получается, как раз-таки в рамках этой беседы пациенты получают какие-то, может быть, рекомендации по результатам обследования? Конечно, обязательно. Каждому пациенту будет разрабатываться индивидуальная программа здорового образа жизни, а также, если есть необходимость, индивидуальная программа по здоровому питанию, а также людям будут предоставляться, пациентам выдаваться флаеры, информационные маленькие визиточки, чтобы как поддерживать здоровый образ жизни. Хорошо, тогда как же стать пациентом Центра здоровья? Пациентом Центра здоровья можно стать после проведения профилактических медицинского осмотра и диспансеризации. Врач может направить сразу в наш Центр здоровья.
А также человек может сам записаться спокойно. Это через единый портал госуслуг можно записаться в Центр здоровья, а также через единый контакт-центр Минздрава Республики Саха-Якутия. Это по номеру 122, который все знают. Ну, давайте тогда теперь и о преимуществах посещения такого центра. Помимо того, что мы узнаем о том, что происходит с нашим организмом, может быть, как-то после этого дела пойдут у человека, прошедшего обследование, гораздо лучше, потому что он будет соблюдать рекомендации врача. Абсолютно верно. Если рекомендации врача, у нас еще есть консультация психолога, профессиональная консультация, консультация диетолога, врача-диетолога, который будет каждому отдельно разрабатывать его рацион, как можно питаться. И еще раз повторюсь, мы будем вести этого пациента в течение года, это диспансерное наблюдение. Это формат разный будет. И будет очень интересно, а также каждый человек может уже получить профессиональную помощь именно по коррекции факторов риска, чтобы потом не возникали хронические неинфекционные заболевания. Для того, чтобы прийти в Центр здоровья, нужно ли брать с собой какие-то документы? Паспорт, СНИЛС, может быть, полис медицинского страхования? Нет, сейчас у нас есть по Министерству здравоохранения есть данные, единой системе здравоохранения, поэтому таких, в принципе, нет требований. Ну, просто в Якутске, это же не единственный, да? В республике несколько центров здоровья? Да, по республике у нас на сегодняшний день работает 9 центров здоровья. По городу Якутску это Республиканский центр общественного здоровья и медпрофилактики. По Бестужево-Марлинского один находится. Есть в городе Алдане, Ленске, в Мирном, Нерингре, Сунтарском районе, Мегино-Кангаласском, Тампонском и в Намском районе есть. А те пациенты, которые живут не в этих районах, если они будут в Якутске, могут спокойно проходить у нас в Республиканском центре общественного здоровья. Каждый желающий нашей республики может пройти обследование, а также коррекцию факторов риска и оздоровить свой организм. Может быть, специалисты Центра здоровья направления какие-то еще выписывают, например, на санаторно-курортное лечение? Нет, такого нет. Санаторно-курортное лечение выписывает участковая служба. У нас больше идет как коррекция факторов риска. Давайте тогда про группу риска тоже поговорим с вами. Про курильщиков понятно, да, они там проходят свои какие-то процедуры. А вот кто чаще приходит, женщины или мужчины? Люди какой возрастной категории? Абсолютно разные. И женщины приходят, и мужчины приходят. А также у нас есть еще выездные мобильные бригады, которые выезжают на рабочие места. Мы знаем, что работающее население, трудоспособное, они все время молодые работают, и им некогда ходить в больницы, получается, да, вот ритм жизни у нас теперь сейчас такой. Поэтому работодатели с нами подписывают договор типовой, и наша бригада может выехать прямо на рабочее место и, не отрываясь от производства, проводить профилактические мероприятия. То есть в целом любое предприятие может попросить вас об услуге, Абсолютно чтобы другое. в Да. какие-то коллективы уже ездили? Ездили. У нас есть корпоративные программы, которые мы уже заключили договора. Это Сахатранс, нефтегаз, МФЦ. Очень хорошо заботится, работодатель заинтересован, да, получается. Саха-Энерго и так далее. Такие по городу Якутску очень много предприятий, которые уже заключили с нами договора. Но ведь работа Центра здоровья как раз-таки направлена на профилактику и отчасти на, скажем так, работу просвещения, да, чтобы человек был здоров и знал о том, что происходит с его организмом. Абсолютно верно, да. Но ведь у нас же чаще всего бывает так, что пока не заболит, к врачу не пойдем. Поэтому мы пришли сюда, чтобы всех призвать, наших жителей республики, чтобы они знали, что теперь есть профессиональная помощь по коррекции факторов риска, чтобы
На сегодняшний день очень хорошая тенденция идет же. Население все-таки заинтересовано, чтобы быть здоровым. Здоровый образ жизни – это сейчас очень модно, поэтому приглашаем всех, кто желает быть здоровым, продлить свою жизнь, продлить здоровую, активную жизнь. Давайте еще раз напомним нашим зрителям телефоны, адреса, куда можно приходить, куда звонить, как отправлять заявку. Каждый житель республики может записаться через единый портал госуслуг, а также Центр здоровья, а также может позвонить 122, это единый контакт-центр Минздрава Республики Саха-Якутия. Ну и можете подойти Бестужева, Марлинского, 1. Мы работаем с утра с 8 до 4 сейчас. Светлана Вячеславовна, пока у нас осталось еще немножечко времени, может быть, вы хотите что-то пожелать нашим телезрителям или посоветовать? Я бы посоветовала нашим дорогим телезрителям, жителям всей нашей республики и вести здоровый образ жизни, правильно питаться в наше зимнее время, тепло одеваться. И самое важное – это хороший сон, Полноценное питание. Полноценное питание, конечно же, обязательно. Физическая активность. Сейчас очень хорошо все это понимают, но не всегда, да, вот все это делается. Поэтому врач Центра здоровья поможет конкретно, индивидуально в каждом случае разобраться и как достичь хороших успехов, своих результатов, своей лучшей версии, так можно сказать. Отлично. Тогда будем становиться лучшей версией себя. Светлана Вячеславовна, большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали о своей работе. Приходите к нам еще. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.